Весна 1944 года. После продолжительных кровопролитных боев войска Красной Армии освободили Крым. Народ ликовал, победителей встречали цветами и объятиями. Цвели сады, зеленели луга, пели птицы. Сердце наполнялось надеждой на скорое окончание войны, на мирную, счастливую жизнь. Люди мечтали, строили планы, но радость от победы сменилась черным горем. Согласно советской переписи населения от 1939 года, перед Великой Отечественной войной в Крыму проживали 1 126 000 человек. На полуострове издавались газеты, журналы, работали образовательные учреждения на родном языке, национальные музеи, библиотеки и театры. Сначала прошла перепись, своеобразная перепись населения, учет под видом ради людей. А потом вдруг 18 мая, надо признать, что шило в мешке не утаишь. Как потом выяснилось, многие знали. Кого-то предупредили, кому-то сказали. И вот поразительно, что люди не верили. До этого не может быть. Да что ты говоришь? Ему говорят, хороший человек посоветовал держаться вместе, набрать продуктов, быть этого не может. На те же грабли спустя время наступили армяне, когда их тоже предупредили, что будет, да ты что, я видел, я знаю, да не может этого быть. Точно так же. Депортация народа проводилась по незаконным обвинениям органами власти СССР в массовом дезертирстве из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. Постановления Государственного комитета обороны о выселении крымско-татарского населения с территории Крыма принимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года. Для выселения заранее подготовили подвижной состав, грузовики, подводы, людей для сопровождения. Основная операция началась на рассвете 18 мая. К 20 мая все было кончено. Balam, evladım, kaydasın? Gece gündüz seni düşünüyorum. Gam kasivetten yüreğim dolup taşa. Ah balam, ne vakit geleceksin evge? Oğlum, Allah'a dua ettim. Seni korçalasın deyip. Komşular! Komşular! Nasip etti. Hayırlı haber. Oğlunuz. Aktım, kayta oğlunuz. Oğlunuz aktım, kayta. Ahtım kardeşim kaydın mı? Ahtım. Ah benim kardeşim kaydı abla. Ahtım kaydı. Ahtım. Saçıladan kaydı. Ahtım kaydı. Vay kim geldi? Ah benim oğlum. Ah benim buradaydı. Saçıladan mısın? Allah'a şükür. Oğlum, kayıttın mı? Oğlum, benim evladım, kayıttın bana. Ah balam,
Gece gündüz dua oku. Gece gündüz oku. Ah balam. Kimden geldin ya? Kimden Yardım geldin? edeceğiz, yardım edeceğiz. Sevin Dostum, hoş geldiniz. Володя. Volodya kır evge. Yürü balam, yürü. Haydi oğlum bekleyin seni. Haydi. Haydi. Oğlum yürü balam, yürü. Hadi kızım bir kahve koysa. Aktem. Aktem balam. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin balam. Maşallah. Bala bana kay oldun. Karaman. Aktem canım. Senden bir şey soracağım. Anda Cenk'te Mehmetçik'ine rast getirmedin mi? Oğlumdan çoktan haber gelmedi. Ha? Yok. Haydi zararı yok. İnşallah o da kaytıp gelir. Mına şimdi faşistlerin yenip kaytıp gelir. Mehmet'ti, Ahmet'ti, Süleyman'da, Alyoşka'da hepsi kaytıp gelir. Kayda kaldın. Hanifi abla hoş geldiniz. Kırınız, kayda kaldınız, kırınız. Kızınız aydın. Sağ olun, kırınız Hanifi abla, yürekten. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne enhamte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Amin. Vah Allah'a çok şükürler olsun haydi. Haydi oğlum. Vakit geldi haydi. Benim balam. Yolun her daim açık olsun. Evge de sağ selamet kaytıp Allah'tan isteyimiz. Amin ya Rabbim. Balacığım, bu sana yoga. Ah baba. Sağ ol. Ağlama balam, ağlama. Ağzını tut. Allah kolay getirsin balam. Biz seni bekleyiz balam. Yolun açık olsun. Allah kolay getirsin. Лейтенант, подтянись. Чего отстаешь? Да не могу я. Еще недавно мы сидели с ними за одним столом. Как я буду их выгонять? Как я буду смотреть им в глаза? Ты обязан выполнять постановление Генерального комитета обороны. Хватит распускать нюни. А ну быстро выполнять. За мной! Это пособники немцев. Они предатели. Не могу. Пошли! Да не могу я. Пошли! Не могу. Allah. Открывай, говорю! Открывай, сказал! Проходим. Ne oldu ya? Проходим, без разговоров. Постановление Государственного комитета Министерства обороны номер 5859 11 мая 1944 года. Государственный комитет обороны постановляет всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное место жительства в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР и в северных районах ССР. У вас 15 минут на сборы. Брать самое необходимое. Выполнять! Vay Allah'ım. Иди, мать, иди, собирай свое барахло. Ayşe, Тебе в дальнюю дорогу, давай. Ne oldu ana? Ne oldu? Ne oldu kızlar? Baba çıkınız baba. Ne oldu ya? Hayrola mı? Allah Allah, ne oldu ya?
Ну что ты встал? Ай, Алла. Вперед! Вперед, собирайтесь! Собирайте! Быстрее! Макин, Чё стоишь, говорю? Смелая. Да быстрей там давай! Смелая. Это что? Это что? Быстрее! Чё вошкаетесь? Смелая. Бери! А на моими. На выход! Я буду идти. На Далеко выход! поедешь! Вперед! На выход! Зачем ты это берешь? Возьми еды больше! Нет, все Давай! нормально. Вперед! Давай на выход! Все на выход! Давай, давай, давай! Hepsi Allah'ın kolunda. Allah bizni kaldırmaz. Allah bizni kaldırmaz. Давай на выход! Все застряло здесь! Вперед! К нам загнали телеги и сказали, выходите. Уже мы проснувшись были. Солдаты, 4 человека их было. Нас очень много было. У нас и чужие люди, дедушка все собирал. Погрузили. Бабушка сказала, баллар, рубаларыңызды кие беріңіз, башқа ши алмаңыз. Потому что не разрешали брать. Ну, солдаты, правда, нашу швейную машину, у меня тетя портниха была, швейную машину они помогли ей поставить в эту. И все. Я помню, как приехали на вокзал, уже я не знаю, как это было. И нас погрузили в вагоны, где нет ни окна, ничего, только двери. В темноту 18 семей было в нашем вагоне. В этот трагический день мы как раз были, это же послевоенные сразу, мы как раз были в Демирджи. Утром рано, это время мы не знаем, как и всех, стали стучаться, мы, конечно, проснулись. И это был 5-й день после моего 9-летия. Вот день моего 9-летия, 13-го, а 18-го, значит, нас всех подняли. Ну, папа, во-первых, вообще удивлялся, почему и как. Он не собирался даже выходить. И вот пока ему доказывали, что это всенародно, мама как могла. У нас было 4. Во время выселения мы потерялись. Вот. Мама пошла корову пасти, мы дома остались. Тут начали выселять. Мама, дети, говорит, в доме под замком. Вот, они никакой. Ее в машину, нас в машину. И уехали. Народ свозили на железнодорожные станции телегами, грузовиками. Многих вели пешком. Жителей Ялтинского уезда везли в Бахчисарай. Сюда же свозили крымских татар из Бахчисарайского района и Севастополя. Почти 70 эшелонов наглухо закрытых товарных вагонов, переполненных людьми, уходили на восток. И когда ехали, я вот помню, куда-то приехали, остановили поезд, люди взяли кастрюльки, туда собирали, кушать готовить. Кушать нам даже не давали. И каждый вокзал оставались люди, знаете, вот остановит, не объявляет, когда поедет, когда остановится. Сколько ребят маленьких оставались, бежали за поездом, они остались там, в России, наверное, кто знает, в Казахстане. Вот это я хорошо помню. На одной из станций, это, наверное, был уже Казахстан. Потому что что-то я такое слышала, как говорили взрослые. И Рефиде захотела по нужде. И ее мама прямо посадила не очень далеко от вагона, сама поднялась к нам. И вдруг тронулся состав. Все с этими чайниками, редко у кого ведра были, вот именно чайники были у всех. Заскочили, а Рефиде сидит, играет с сусликом. И опять-таки выскочил мужчина какой-то. В него стали стрелять ведь. Чудом не попали. И забросил ребенка. Вот так вот мы ехали, очень долго. Мы уже и не выходили.
В дороге, без сна, воды и еды, в нечеловеческих условиях люди умирали десятками и сотнями. 4 июля 1944 года НКВД проинформировал Сталина, что переселение завершено. Из Крыма выселили более 180 тысяч крымских татар. Приехали в Узбекистан, на Манганскую область, город Чуст. Мы разыскали тетку, пришли к ней, у нее там 5 человек семьи, есть нечего, все. И нас сдали в детдом. В детдоме мы с сестрой прожили до тех пор, пока мама нас не разыскала. Бабам хайда. Canım, baban gentti. Sen onu bilirsin de. Buna tezden baban kaytar da bizlerini Kırım'a gene de alıp getir. Когда мы приехали, я уже на Манган не знаю, куда-то приехали, и нас уже начали грузить узбекские телеги, большие такие колеса, привезли в Терекурган. Всех выгрузили, в баню повели. И потом каждый день приезжали вот эти арбалар, халқларына, анау-мынау көйлерге, семьями в одну арабу лезли по 2, по 3 семьи. Вещей-то нету. Вот нас привезли в Терекурганский район, Акташ называлось наше село. Там был белый такой барак, и вот этот барак заполнили нашими людьми. В первые, самые сложные годы люди умирали от голода, истощения и болезней. Всю ночь шакалы нам не давали покоя. Они вокруг наших вот этих, этого татарский городок он назывался, вот этого татарского городка, и они всю ночь выли. Стали очень часто выносить умерших. Табут держать некому уже. Было так, что в основном-то народ тоже был на войне, остались считанные количества. Помогали подростки, чтобы вынести вот ушедшего. Вечером зарываешь, а к утру голые головы. Шакалы вырывали, выкапывали, или как еще можно, оттуда и съедали все. Вот такие были дикие условия. Тем временем на фронтах Великой Отечественной мужественно сражались сыны крымско-татарского народа. Война затронула каждую семью. В рядах Красной Армии воевали тысячи представителей народа. Среди них Амитхан Султан, Абдураим Решидов, Джафер Осман Топчи, Фетислям Абилов, Алиме Абденнанова, Абдуль Тейфук. Дело в том, что Крым освобождали 51-я армия, 2-я гвардейская, отдельная Приморская армия, Черноморский флот, 2 воздушных армии. И в них было огромное количество крымских татар. Освободили это Симферополь 13 апреля, а депортация в мае, почти через месяц. И почти все успели побывать у себя дома. Кто-то до депортации, кто-то, как Амитхан Султан, в роковую минуту депортации. Тем временем все прибывшие в места депортации крымские татары были поставлены на учет и обязаны были регистрироваться в комендатурах. Самовольный выход за пределы поселения карался 20 годами заключения. Местное население вначале с недоверием отнеслось к крымским татарам. Нередки были случаи избиения и издевательств. Сработала пропаганда. Едут чуть ли там не с рогами и прочее. Для узбеков был шок, что приехали мусульмане. У них уже не было института МУЛ. А среди крымских татар было много людей, которые знали дуа, могли читать молитвы, знали арабский. И они этим подкармливались. Их приглашали, они отпевали и прочее. И этим самым они сожгли
эти преграды, навели мосты между местным населением и крымскими татарами. Но это произошло не сразу. Да, қиыншылық ана шо битам бізді қалдырды нетіп. О бек яғшы қыран оқиды, бек нетеді. Мен алып кетеді, қатынаузы қорқа. Мен қатында кетеме. Ялан аяқмыз. Яз уақыт Өзбекстанда sıcak. Битамны оқымаға біле қыран деп, өзбекшалар чағырайды азбарына. Кімерізгі чағырайды, кімер оқып беріңіз деп етіп. Ана битам отырып оқиды дұвасын, оны пішінетеді. Сін бізге піте береділер, шығарып, дұт қағып береділер, азбарына жеміші баса жеміш береділер. Шайты біз тіршілік көрдік, бек қиыншылық көрдік. Doğrusunu айтқанда мен балалығым көрмедім. Режим спецпоселений был и для других депортированных народов – чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев. Но в 1957 году их начали возвращать на Северный Кавказ. Для крымских татар дорога в Крым оставалась закрытой. 20 съезд, 56 год, февраль. В ноябре принимается постановление Президиума ЦК КПСС о возвращении народов и восстановлении их автономии. Всех возвращают, восстанавливают, не возвращают крымских татар, турко-месхетинцев, советских немцев. И вот в отношении крымских татар 6 пункт гласит: те, кто хочет национально объединиться, могут ехать в Татарскую ССР. Татарскому ОМ, Совету Минска дали соответствующие поручения. И тем и более те, что Крымская область входит в состав Украинской ССР. И вот с 1956 года не проходит и месяц, Совет министров Украинской ССР принимает постановление, которое называется о расселении татар, болгар, греков, которые жили в Крыму. Фактически там запрет и удаление с территории Украинской ССР. И вот с 1956 года Крым полностью закрыт для крымских татар. Между тем, в Крыму постепенно были изменены названия городов, сел, гор и рек. Остались лишь памятники, которые еще могли напомнить о некогда жившем тут народе. Образование только на русском или узбекском языках, запрет на упоминание национальности. Из большой энциклопедии была изъята информация о крымских татарах. Лишь в 1957 году, еще находясь на спецпоселении, крымские татары начали восстанавливать свою культуру, возрождать язык. Именно тогда начала издаваться единственная газета на крымско-татарском языке «Ленин Байрагы» – «Ленинское знамя». Ее выписывала каждая крымско-татарская семья. Ленин Байрагы – это было что-то для нас всего. И на это там каждый номер Риза Фазыл Чалыша деп, каждый номер жиыштырып, о Ленин Байрагы bizler için как наш флаг был, как наше знамя было. Ленин Байрағын татар тілінде, ана тілі, китапларын несін, как ценные мы берегли и говорили. Риза Фазылман же наш он родственник, ағамыз была. Риза Фазыл язған, Риза Фазылың несі деп, такое уважение было к этим книгам и газетам. Ну, сейчас как Яна Дуняна, вот это оқимыз. В 1968 году в Ташкентском государственном педагогическом институте имени Низами на филологическом факультете открылось отделение крымско-татарского языка и литературы. На узбекском радио раз в неделю выходила передача на родном языке. Начал свои гастроли собранный по крупицам легендарный ансамбль «Хайтарма». Для оглушенных горем людей это был глоток воздуха с потерянной родины. Первый раз в Энгрен приехала Хайтарма. Все пошли старый млад. Все абсолютно. Зал был переполнен. И спасибо, нам какой-то дали спортивный зал очень большой. Весь народ. Но вы знаете, это был не концерт, это был рев. Люди не просто плакали, а рыдали. Такой. Вот так вот и было. Молодежь как-то переносила спокойнее. А вот это вот пожилые люди, им очень тяжело было. Я помню даже, я никогда слез отца не видела. А тут он плакал, как мальчишка. Ondan ana Haytarma konserte kelgen, ulan Haytarma kelgen Tatar konserte.
люди лезли на четвереньках. Ağlağanı керегім, yıkılғаны керегім. Ну, мы тогда молодые, мы еще о кадар не yok бізде. Анайлар, нелер, вай, концерт был. О концерт көз яшы болды, короче говоря. Ане болса да шығадарлық яшайыш көрдік, қорланды миллет. Несмотря на национальную дискриминацию, уровень образования среди крымских татар был высоким. Даже в депортации появлялись новые имена писателей, художников, поэтов, музыкантов, скульпторов. Главной целью для молодых стало получение высшего образования. Люди понимали, без знаний борьба за возвращение на родину немыслима. Тяга к знаниям, поскольку целому 10 лет не разрешали учиться, родители, которые лишились этой возможности, своим детям говорили, что знание, образование – это возможность сделать жизнь лучше. И вот стали крымские татары учиться. И вот когда Февзий Якубов создавал наш университет, он как-то мне сказал, я был поражен, что у нас так много людей, которые стали в науке кандидатами, докторами. Это ж вопреки всему. Они нарушили, все постулаты. Вот такой интересный феномен. Вопреки. И крымские татары создали свою национальную интеллигенцию. Мектепті бітіріп, шындай тырыштым, дедім, мен оқырман. Все равно оқырман, дедім. Аға мені пока бек қиын балайды, вақты институтқа кірмеге. Аттестат алдым, мединститутқа бердім заявление. С первого экзамена это. Екінші жылға бардым, оқымайман наманганда кетемен Киргизияға дедім. Қырғызстанға кетіп, барып документтерімізді давать еттім, кетсем анам айтты. Ендігі қайға жүк, сен енді оқығаның не болacak деді. Мен айттым, анам, сіз маға ратсыз болмаң, я всегда выйду замуж дедім. Кеттім Киргизияға, Ош деген городқа бардым, бір бегендім о еріні, бір яқшылық, сдала экзамены, ағам служил, мүмкін айтып айтмаға, ағам служил в армии был, а я поступила, ему дала телеграмму, что я поступила в институт. Оған мен институтқа кіргенім үшін отпускқа берділер, отпускаға келді. Шайтып бір-біріміз үшін, үш бала бір-біріміз үшін шайтып қуанышып жүредік. Аптен медучилище закончила, ағам закройщик по верхней одежде мужской болды, Ленинградта оқыды 2 ел, а мен Ошта оқыдым, стипендия алайдым. Біз шукапіклерге жүредік. Ошта инсын бітіріп келгенсін, бек удачно ішке кірдім. Из среды депортированного народа вышли доктора технических наук Тейфук Асанов и Февзий Якубов, доктор химических наук Асан Муртазаев, архитекторы Зарема Нагаева и Энвер Асанов, востоковед-тюрколог, доктор филологических наук Айдер Меметов, писатели Шамиль Алядин, Шакир Селим, поэт Сейтумер Эмин и многие другие, чьи произведения начинались с главных слов «Родина, Крым». Но и все же среди пустыни, где песком стал морской прилив, говорю себе, не остыну, не погасну, покуда жив. Не сломают ни боль, ни горе, не убьет мою душу страх. Издалека черное море слышу я в этих черных песках. В конце 50-х, начале 60-х начало набирать обороты национальное движение крымских татар. Ячейки создавались во всех областях Узбекистана с центром в Ташкенте. Сотни писем, обращений, петиций направлялись в адрес местных партийных организаций, первым секретарям союзных республик, командующим округов, членам политбюро, вплоть до руководителей государства. Люди выходили на митинги и демонстрации, их арестовывали, судили, давали большие сроки, но на их место приходили другие.
Борьба не прекращалась ни на день. Работа была колоссальная. Редакции газет, редакции журналов, постоянные делегации. Просвещением занимались этого вопроса и показом того, что, на чем основываются наши требования и какие-то требования. Первое – организованное возвращение, восстановление Ленинского декрета, восстановление республики и там реабилитация жертв репрессий по национальному вопросу, материального возмещения. Ну, наказ народа – это 5 пунктов, это Конституция крымских татар и Конституция национального движения. В 1967 году выходит указ о гражданах крымско-татарской национальности, проживавших в Крыму, в котором говорилось о праве народа проживать на всей территории СССР. Однако сохранялась целая система ограничений по национальному признаку. Пытавшихся вернуться в Крым крымских татар не прописывали и не брали на работу. Возвращение затянулось еще на 2 десятилетия. 87 жылда келдім Қырымға, Тимурым 7-классник, младший сын, показать Крым. И ендігі отырдық, жердік, Ялтанда көрдігер бір ерге алып бардым. И самолетке келгенде қайтмаға. Аэропортта отырамыз, бір қаш саат бар время самолетке. Шығып отырғамыз тышқа, палисадник такой. На ходу цветы, июня, конец июня, когда все цветы. Цветы полевые сорвала. И бравыч топрақ алғаным. Ана келді, ана Қырым келді, Қырымның қоқысы бар, ана Қырым келділер. И все такое. И мен, да, дедім, битам айттым, мына сізге дедім, Қырымның топырағын кетірдім үйге. Шашты, қызлары шашты. Ана болды деп, болды. Ана вот так сел. Ана айван қайтып аша, и вот шайтып ашады на всех. О менің ватаным деп. Көп ағлашайдық, көп ағлайдылар. В июле 1987 года в Москве прошли массовые акции протеста крымских татар. Народ требовал возвращения на родину. Тогда же советское руководство создало Государственную комиссию по проблемам крымских татар во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР Андреем Громыко. 2 августа 1987 года крымско-татарские митинги прошли во всех регионах, где они жили. Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав. Советом министров СССР принято постановление о первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область. С этого времени началось массовое возвращение в Крым, которое совпало с началом распада Советского Союза. И крымские татары столкнулись с очередными трудностями. Больше всех от распада Советского Союза пострадали крымские татары. Инфляция, границы, перемещение, ограничения, отсутствие гражданства и все как снежный ком свалилось на крымских татар. И в этих тяжелейших условиях народ нашел силы в себе. Значительная часть переехала, и часть еще остается в местах спецпоселения, которые не могут в основном вернуться по материальным причинам. Но народ уже было не остановить. Люди летели самолетами, ехали поездами, автомобилями, практически бросив все нажитое, дома и работу. В Крым, который был для них заветной мечтой, покинутым некогда родным гнездом, корнями, воздухом, светом, песней и слезами, их душой. Да, наверное. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эльхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малик йомиддин. Ияки на'буду ва ияки настаин. Ихдина сиратал мустаким. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валяддаллин. Амин. Амин. Аллаға шүкір, çok Қырымға келдік. Енді мен сам yaşayacağım şimdi. Gelin. Знаете, вот как-то мы вышли из самолета, и все люди, все пассажиры
стали молиться. Это было ужасно. В такие были времена. Возвращение в Крым было сложным. Без жилья, работы, средств к существованию. Но огромное стремление жить на родине придавало силы и затмевало страх перед сложными экономическими и бытовыми условиями. Годами люди семьями жили во времянках, недостроях, без воды, света, тепла, но не падали духом. Возвращались, строились, создавали семьи, воспитывали детей. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Одной из главных страниц истории крымских татар была и остается страница веры. Веры, которая спасала народ в изгнании, которая помогла ему сохраниться в тяжелые годы разлуки с родиной, помогла и помогает сегодня развиваться, строить будущее, воспитывать детей. Все дальше и дальше мы от мая 44-го. С каждым годом остается все меньше людей, переживших депортацию. Их воспоминания – это завет человечеству, чтобы никогда не повторилось подобное. И завет новым поколениям – любить и беречь родную землю, переданную нам на хранение предками. Самое главное, что будущее в чем крымско-татарского народа – это духовность. Вы сохранили религию, даже подняли ее на другой уровень. Это ваш плюс. Вы сохранили чувство семьи, количество детей. У вас есть будущее в том, что вы трудолюбивы. Я смотрю, как народ трудится. Это пахари, труженики. Поэтому я, в общем-то, за крымско-татарский народ, за моих братьев спокойно. У вас есть будущее. Всегда, где бы мы ни были, должен быть позитив и желание идти вперед с пониманием того, что было у нас в прошлом. Аллаха шукр demek керек. И надо уважать свой народ. Анау байды башын көтеріп кете. Мынау пқари болды. Надо помогать друг другу. Всегда надо руку давать друг другу. Поддерживать надо. Молодежи я всегда даже на лекции говорю. Родина от слова «род». Не просто место жительства. Корень – род. И вы сюда не приехали, вы вернулись. Вы вернулись, влюбились в Крым. Крым нельзя не любить. Но, пожалуйста, имейте в виду, любовь должна быть действенной. Любовь должна быть такой, чтобы вы могли помочь увеличить эту красоту, чтобы вы принимали участие в созиданиях, в развитии Крыма, чтобы были активными участниками, потому что здесь наш род – это ваша Родина.